الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Muhterem ve aziz cemaat, Уважаемые единоверцы, поздравляю вас с благословенной пятницей. Пусть Всевышний Аллах будет вами доволен, ведь вы пришли сюда, чтобы поминать Всевышнего Аллаха. На самом деле, самое великое поминание Всевышнего Аллаха — это Священный Коран. И сегодняшняя наша хутба будет посвящена именно этой книге. Всевышний Аллах ниспослал Коран посредством пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. И мы должны быть убеждены в том, что Коран — это Слово Всевышнего Аллаха. Все мы сотворены Аллахом, и Он сделал Коран руководством для нас. Давайте подумаем вот над чем. Когда вы что-то приобретаете в магазине, то к этой вещи обязательно прилагается инструкция. Что же касается нашей с вами жизни, то инструкция к ней — это Коран. Коран учит нас поклонению, потому что мы сотворены только с этой целью. Коран учит нас сторониться запретного. Но, к сожалению, очень часто мы об этом забываем. В наших же домах Коран висит на стенах и пылится. И это, конечно, неправильно, дорогие единоверцы, потому что в первую очередь нам нужно его изучить и жить, руководствуясь им. Что такое Священный Коран? Священный Коран — это сообщение Всевышнего Аллаха нам. Часто, глядя на молодое поколение, мы можем наблюдать такую картину. Когда они получают письмо от дорогого им человека на незнакомом им языке, они начинают изучать этот язык. Так вот, если мы на самом деле любим Аллаха, то мы должны хорошо знать Его Слово, изучать его и жить в соответствии с Ним. Потому что значение Священного Корана очень велико. Он указывает нам путь. Он учит нас, как жить в этом мире и как заслужить благо для всего иного. В Коране есть ответы на все вопросы. Однажды один ученый сказал, что в Коране есть ответы на все вопросы. Но один человек решил преподать ему урок. Придя к ученому, он спросил: «Правда ли, что ты сказал, что в Коране есть ответы на все вопросы?» Ученый ответил: «Да, правда». На что человек ему заявляет: «Я хочу тебя спросить. У меня есть печь». Сейчас этот вопрос на самом деле также актуален, потому что многие занимаются выпечкой хлеба. Так вот, этот человек говорит: «У меня есть печь, но мой хлеб хуже хлеба, который пекут в соседнем селе. Я не знаю, как его пекут. Посмотри в Коране и дай мне ответ». Затем ученый открыл Коран и прочел слова Аллаха: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?» Потом, взяв за руку этого человека, ученый отправился в соседнее село к тому пекарю, хлеб которого был лучше, и велел человеку спросить у этого пекаря, в чем же его секрет. Это всего лишь легенда, но она учит нас истине. Кроме этого, дорогие единоверцы, наши мечети, наша религия, наш Коран — это все веренное нам на хранение.
наш аманат. Мы знаем, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, признан человеком, передавшим наибольшее количество хадисов от нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Когда Абу Хурайра был уже в пожилом возрасте, а пророк, да благословит его Аллах и приветствует, уже покинул этот мир, Абу Хурайра отправился на рынок. Придя на рынок, он обратился к людям. На вопрос, что случилось, он ответил, что в мечети раздают наследство пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Люди толпами направились в мечеть. Но придя туда, они увидели, что никто ничего не раздает. Люди снова пришли к Абу Хурайре и сказали: «О, Абу Хурайра, мы считали тебя честным человеком. Ты никогда не лгал. Что случилось? Почему ты нас обманул?» На что Абу Хурайра ответил: «Нет, я вас не обманул. Разве вы не видели, когда пришли в мечеть, что там изучается и читается Коран, преподаются уроки, читаются проповеди? Это и есть веренное нам на хранение. Наш аманат, дорогие единоверцы. Это наследство, оставленное нам пророком, да благословит его Аллах и приветствует. А наследство пророков бывает именно таким. Кроме этого, мы знаем, какую бы книгу вы ни прочли, за нее не будет такой награды. Но, как сообщил пророк, да благословит его Аллах и приветствует, каждому прочитавшему хотя бы одну букву из книги Аллаха запишется за это одно благое дело, а за каждое такое благое дело воздастся в 10-кратном размере. Я не говорю, что алиф, лям, мим — это одна буква. Нет, алиф — это буква, и лям — буква, и мим — буква. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил нам, что тот, кто будет изучать Коран, для того он станет заступником. Все мы покинем этот мир, и все мы будем нуждаться в помощи в мире ином. И одним из этих помощников может стать священный Коран, дорогие единоверцы. Мы знаем, что когда человек оказывается в могиле, к нему приходят два ангела — Мункар и Накир, и тогда из груди человека будет исходить свет, который скажет: «Не трогайте его». А когда ангелы спросят: «Кто ты?», знаете, что на это ответит свет? Он скажет: «Я Коран, который человек читал при жизни». Вы видите, насколько это важно, дорогие единоверцы? Мы читаем много книг, осваиваем много наук, но очень часто мы забываем о главном, о Коране, который должен быть прочитан нами в первую очередь. Однажды один ученый переплывал реку на маленькой лодке, которой управлял один невежда. И ученый стал задавать ему вопросы. Читал ли он то, читал ли он это, на что человек ответил: «Нет, я ничего не читал. Я сельский человек, у меня никогда не было такой возможности. Я с самого рождения работаю здесь, перевожу людей с одного берега на другой». На что ученый ему говорит: «Половина твоей жизни прошла напрасно». В это время лодка начала наполняться водой, и они стали тонуть. Тогда мужчина задал вопрос ученому: «А ты умеешь плавать?» Ученый ответил: «Нет, я не умею плавать». На что невежда сказал: «Значит, оставшаяся часть твоей жизни пройдет напрасно». Уважаемые единоверцы, мы, будучи мусульманами, должны обладать знаниями во всех областях, потому что нас этому учит Священный Коран. Мы должны читать, начиная со слов «читай», и для начала нам необходимо изучить Слово Всевышнего Аллаха. Священный Коран. В день суда нас не станут спрашивать о других книгах, но мы непременно будем спрошены о Коране. Если мы будем жить, руководствуясь Кораном, мы окажемся в числе спасенных и в этой, и в следующей жизни. Пусть Всевышний Аллах сделает нас из числа таких рабов. Еще раз хочу вам напомнить: приводите своих детей на курсы по обучению Корану, которые проводятся в мечетях. Приходите и сами изучайте его, потому что все мы гости в этом мире. Пусть, когда мы покинем этот мир, после нас останутся наши дети, которые будут молиться за нас. Пусть Аллах не лишит нас веры, верного пути и истины. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность оказаться рядом с Ним. الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فانصتوا لعلكم ترحمون. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. بارك الله لنا ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. В аяте, который я прочитал, Всевышний Аллах повелевает нам быть справедливыми, делать добро, быть искренними и помогать родственникам. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства. Он увещевает нас, чтобы мы помнили назидания и извлекали для себя уроки. Allahu Akbar.